Еще одно направление, в котором должен развиваться человек, и на которое мало обращают внимание, это масштабность личности человека. Масштабность личности. Многие даже не задумываются об этом. А это обязательный элемент развития человека. Как-то мы привыкли к тому естественному процессу, что человек сначала рождается весом 3-4 килограмма, потом он набирает 10 килограмм, потом 20, потом 30, потом 40, ну и так далее. То есть мы видим динамику роста физического тела человека. Мы отмечаем динамику развития сознания человека, его грамотности. Реже, но все-таки отмечаем развитие мудрости, опыта. Но, тем не менее, как-то это все отмечается. Но мы совершенно не учитываем то, что человек должен расти и в социальном плане. Здесь даже не в карьере это проявляться должно. Мы карьерой как-то меряем. Какую социальную планку человек взял, на какую ступеньку лесенки социальной он поднялся. Нет. Должен быть масштаб мышления соответствующий, в соответствующей динамике. Каждому возрасту должен соответствовать свой масштаб мышления. А то у нас получается довольно интересная картина. Многие люди, доживя до преклонных лет, имеют масштаб мышления на уровне детского сада. На уровне даже ясельного возраста есть такие. И вот можно простой тест я вам сейчас скажу, это некоторое отступление от темы, но я думаю, это пригодится. Вы просто задумайтесь, насколько это важно и насколько запущен этот процесс, насколько на него не обращают внимания. Вот смотрите, если человек думает только о себе и все делает только для себя. Вот есть такие люди. Мало, но есть. Немного таких, но все-таки они есть. Так вот, это как раз уровень мышления, уровень масштаба ясельного возраста. Так надо четко и понимать. Ясельного возраста. Представляете? Вот моя конфета, вот моя игрушка, все, больше его ничего не интересует. Если рядом с этим человеком будут происходить какие-то глобальные вещи, они его не интересуют. Разрушается страна или что-то происходит в мире, нет проблем. Главное, чтобы его игрушка была целой. Игрушки у всех разные. У кого-то телефон, у кого-то компьютер, у кого-то дом, машина. Но по сути ничего не меняется. Так вот, такой человек, нужно четко понимать и осознавать, говорить, имеет масштаб мышления ясельного возраста. И такому человеку больше, чем его игрушку, ничего доверять нельзя. И с него требовать что-то большее нельзя. А таких людей иногда ставят на довольно высокие посты. Он же добрый, он же за людей, он готов нести добро, но он не может физически это делать. Он обязательно будет делать только все в своих интересах. И его бесполезно переубеждать, осуждать. Но он такой, у него такое мышление. Потому что в нашем обществе не рассматривается вопрос масштаба личности. Нет такой оценки. А эта оценка должна быть. Так вот, в новой цивилизации это обязательное условие развития масштаба личности.
масштаба мышления личности. Следующий шаг масштаба мышления — это когда человек думает о себе и о своей семье. И все делает для себя и для своей семьи. Таких побольше. Я думаю, таких даже, наверное, большинство. Посмотрите вокруг. Может быть, вы увидите кого-то. Так вот, это масштаб мышления детсадовского возраста. Здесь уже некоторые есть компанейские вещи, но не более того. Здесь уже игрушки некоторые общие появляются, но все равно это в пределах, вот, в общем-то, досягаемости. То, что он может до чего дотянуться рукой. Следующее состояние сознания — это когда человек думает о себе, о своей семье, о своем роде, то есть о родственниках. Согласитесь, это уже достаточно высокий уровень масштаба. То есть он раздвинул границы до своего рода. И все делает именно для себя, для своей семьи и для своего рода. Таких тоже много, заботящихся о своих родственниках, но это масштаб мышления подростка. Это школьник, не более. Вы чувствуете, что мы оказываемся в обществе, где большая часть людей в своем масштабе мышления не вышли за пределы себя, своей семьи, своего рода. И эти люди управляют государством. Эти люди находятся на всех уровнях власти. Не зря же есть слова, что мы живем в большом детском саде. Отсюда и соответствующее поведение, соответствующие шаги наших политиков и так далее. А почему так? А потому что вопросами развития масштаба мышления никто не занимается. Ни дома, ни в школе, ни в вузах. Нигде об этом не говорится. Кто дойдет сам до какого-то понимания сознания, тот, может быть, продвинется. Или от природы что-то дало, или загнали в условия соответствующие, может быть, где он проявил нужный масштаб мышления. Следующий масштаб мышления, когда человек думает о себе, о своей семье, о своем роде и уже о стране даже думает, о людях. То есть, например, бизнесмен, он заботится не только о своем кармане, не только чтобы семью обеспечить и родственников своих хорошо пристроить и обеспечить, но он уже и думает о тех людях, которые у него работают. Он что-то для них делает. Вроде бы, вот какой молодец. Но, друзья мои, это еще не высокий уровень сознания. Это еще не тот масштаб личности, который нужен в новой цивилизации. Это масштаб личности юношеского возраста. И вот только когда человек вот эти все предыдущие этапы освоил и реализовал в жизни, и плюс к этому еще и подключил понимание того, что он часть всего человеческого сообщества, что он неотъемлемая часть Земли и ответственен за все, что происходит на Земле. Вот это уже зрелый человек. Вот это уже масштаб мышления зрелого человека. Вот, друзья мои, что такое развитие масштаба мышления. Я просто сделал такую зарисовку, чтобы вы понимали, что это не просто слова развития, это конкретные шаги
с конкретными результатами. Вы, имея вот такой тест, вы можете посмотреть любого политика, любого человека публичного, о котором что-то известно, можете легко и свободно увидеть, каков его уровень мышления, каков его масштаб. И, соответственно, с ним строить такие отношения. Если в вашем пространстве компаньон по бизнесу или друг, с которым вы какие-то организуете совместные дела, жизнь, имеет масштаб мышления ниже, чем у вас, и ниже, чем вообще соответствует его возрасту, надо подумать, как с ним взаимодействовать. Не впадайте в иллюзию, не включайте в процессы, в сложные процессы жизни людей, которые имеют масштаб мышления меньше тех задач, которые вы ставите. Будет обязательно провал, будут обязательно проблемы. И в бизнесе надо это учитывать, и в построении семьи, и так далее, и так далее. Если в семье соединяются люди разного масштаба мышления, то они просто не понимают друг друга. Не понимают зачастую в самых коренных вопросах. Пока есть влюбленность, пока есть страсть, это еще как-то сглаживается и нивелируется. Еще не столь ярко проявляются эти отличия. А когда жизнь переходит на рельсы уже жития-бытия, когда вот этот туман рассеивается, то тогда все и проявляется. Оказывается, они в разных плоскостях думают, живут, действуют. То есть везде нужно учитывать это состояние масштаба личности. Но и даже зрелого человека, масштаб зрелого человека, это тоже не предел. Он тоже имеет возрастную границу, дальше которой, если человек не развивается в масштабе своего мышления, то у него начинаются тоже проблемы. С ним тоже начинаются какие-то неадекватности. Например, если человек, зрелый человек, то есть развил свой масштаб мышления вот на такой уровень, на уровень планеты, если он вовремя не перейдет в состояние мудрости, то есть следующая стадия развития масштаба его личности, уже не зрелость, а уже мудрость, то опять могут возникнуть проблемы. И добрый, замечательный человек, заботящийся о близких, о родственниках, о стране и так далее, он там и готов и миру помогать, и думает о планете в целом, но в какой-то момент вдруг уходит из жизни. Почему? А потому что он не перешел в следующий этап своего развития мудрости, а пришел с большой потенцией, пришел с большой задачей. Поэтому так много уходит из жизни людей в районе 40 лет, 40-42 лет. Потому что это предел. Если человек в 33 года не взял еще и высоту мудрости, то дальше его жизнь становится серой и неинтересной. Он переходит в состояние, есть такой термин, сбитого летчика. То есть летал до 30 лет, до 33, все у него получалось, все на взлете, все замечательно. Он был с такой потенцией,
красный диплом, там, какие-то достижения там, или в бизнесе чего-то достиг. А после 30-33 лет что-то все пошло на спад. И вот он пытается трясти старыми медалями, говорить, вот я такой был, я вот то, а нового-то нет, движения-то нет, развития-то нет. Почему? А потому что масштаб его мышления остановился. Он не взял высоту, следующую ступень, следующую, не взял мудрость, не открыл небо. Мудрость — это весь мир уже увидеть объемно. Стать осознанным. Поэтому еще одно определение новой цивилизации может быть таким, как мы уже вот одно сказали, что новая цивилизация — это цивилизация отношений. Так вот, новая цивилизация — это цивилизация людей, осознающих или осознанных. То есть людей, осознающих себя, осознающих мир, взаимодействие взаимодействие со всем миром, взаимосвязь со всем миром. Вот это уже мудрость. Вот к этому состоянию нужно прийти. Вот тогда человек и дальше начинает расти и развиваться, и для него уже нет возрастных пределов. Вот я чуть подробнее остановился на одном из направлений развития о масштабе личности. Развитие масштаба личности. Знаете,